Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Юкшара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня. Сегодня в программе. Срок социального перетока электроэнергии из России, действие которого истекает 25 февраля, будет продлен. В Сухуме прошло заседание коллегии Генпрокуратуры. В работе коллегии принял участие Бадра Гунба. Одному из 3 классов Сухумского лицея-интерната присвоено имя Владимира Харабуа, героя, погибшего в специальной военной операции. 9 случаев заболевания скарлатиной зафиксированы в Гудаутском районе с начала года. Специальной вакцины от скарлатины нет. Это неуправляемая инфекция. Срок социального перетока электроэнергии из России, действие которого истекает 25 февраля, будет продлен. Россия окажет содействие в обеспечении Абхазии электроэнергией до момента восстановления уровня воды в Джварском водохранилище, необходимого для выработки требуемого объема электроэнергии станции Ингургэс. Договоренность об этом была достигнута в ходе рабочего визита в Российскую Федерацию президента Республики Абхазия Бадры Гунба. В Москве состоялась встреча главы Абхазского государства с первым замруководителя администрации президента России Сергеем Кириенко. В ходе визита в Москву у меня состоялась встреча с первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Сергеем Владимировичем Кириенко. В рамках нашей встречи мы обсуждали актуальные вопросы абхазо-российского сотрудничества, вопросы, которые касаются непосредственно каждого гражданина нашей страны. Конечно же, одним из основных вопросов был вопрос энергетики. Вы знаете, что объем социального перетока заканчивается буквально 25-26 февраля. Договорились о следующем. Тот дефицит, который образуется с конца февраля до конца марта, это порядка 120 миллионов киловатт-часов, Российская Федерация предоставит дополнительный объем, который мы, в свою очередь, вернем в энергосистему Российской Федерации уже в пиковое время, когда Ингургэс будет вырабатывать достаточное количество электроэнергии. Данное решение фактически позволит пройти весь этот период без каких-либо веерных отключений. Роснефть и Абхазская государственная топливная компания планируют подписать соглашение о поставках топлива в республику. Договоренность об этом также была достигнута в ходе рабочего визита президента в Москву. В рамках нашей встречи мы также обсуждали вопросы, связанные с поставками топлива на территорию Республики Абхазия. Вы знаете, и наши граждане сталкиваются с неудобством, когда образуются на отдельных заправочных станциях очереди. А также зачастую бывает, что на остальных автозаправочных станциях нет топлива. Поэтому мы считаем этот вопрос очень важным. Исходим из принципиальной позиции создания равных условий как внутри рынка розничной торговли, так и для оптовиков. Мы достигли следующего соглашения, что государственная российская компания «Роснефть» напрямую будет заключать контракт с Абхазской государственной топливной компанией «Абхазтоп». Для нас очень важно, чтобы все участники топливного рынка находились на одинаковых условиях, на одинаковых конкурентных условиях. Недопустимо, когда крупные автозаправочные станции продают топливо, а мелкие автозаправочные станции не имеют доступа к топливу. Эта ситуация недопустима. Мы достигли договоренности для того, чтобы создать конкурентные условия на топливном рынке. Бадра Гунба и Сергей Кириенко также обсудили ситуацию, связанную с оформлением гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Абхазии, социальных выплат на детей, а также возникающие в этой связи правовые вопросы. Бадра Гунба и Сергей Кириенко обсудили возможные варианты совместных действий по решению данной проблемы. В рамках той же встречи с Сергеем Владимировичем Кириенко мы обсуждали вопросы, связанные с проблемами, которые возникают у женщин, получавших социальные пособия при пересечении государственной границы. Здесь хотелось бы отметить справедливости ради, что
Это касается не только граждан, проживающих на нашей территории, это касается также всех граждан, проживающих фактически на пространстве бывшего Советского Союза, за исключением Республики Беларусь, потому что Республика Беларусь является союзным государством, и законодательные нормативные документы приведены в соответствие. И попытка преподнести, что это касается исключительно граждан, проживающих на территории Абхазии, это неверно и неправильно. Мы договорились совместными усилиями искать варианты решения данного вопроса, данного чувствительного вопроса. На встрече Бадры Гунба и Сергея Кириенко обсуждался также вопрос перспектив включения абхазского языка в голосовые технологии компании Яндекс. Реализация данного проекта имеет особое значение для расширения сфер практического использования абхазского языка, прежде всего среди молодого поколения. Предложение президента Абхазии получило поддержку. В рамках данной встречи обсуждался вопрос включения языка в платформу Яндекс. Как вам известно, буквально в конце 2025 года в программе Яндекс, на платформе Яндекс появился текстовой вариант абхазского языка. Сегодня мы проговариваем возможность речевого синтеза на данной платформе. Считаю очень важным ключевым направлением в рамках сохранения языка, использования его в современных цифровых ресурсах. В рамках данной встречи мы обсуждали также широкий круг вопросов, связанных с взаимодействием и сотрудничеством между Абхазией и Российской Федерацией. В ходе рабочего визита в Москву Бадра Гунба посетил павильон Республики Абхазия на ВДНХ. Недавно в павильоне были завершены восстановительные работы. Глава государства ознакомился с результатами проведенной реконструкции, осмотрел экспозиционные залы и обсудил вопросы дальнейшего развития выставочного пространства. Обновленная концепция павильона предусматривает расширение культурной и деловой программы, проведение презентации инвестиционного потенциала Абхазии, туристических и возможностей продукции отечественных производителей. Павильон призван стать важной площадкой для укрепления гуманитарных, экономических и деловых связей между Абхазией и Российской Федерацией. К другим новостям. 636 преступлений зарегистрировано в прошлом году правоохранительными органами республики. Это на 50 больше, чем в 2024. Произошло 152 ДТП, в которых погибло 50 человек. Заседание коллегии Генпрокуратуры, посвященное состоянию законности и правопорядка, итогах работы органов прокуратуры за 2025 год, прошло в Сухуме. В работе коллегии принял участие президент Бадра Гунба. В прошлом году в Абхазии зарегистрировано 636 преступлений, что на 50 случаев больше, чем в 2024 году. Из них 175 преступлений в Сухуме. Количество особо тяжких преступлений выросло на 8. Всего к этому виду относится 213 случаев из общего числа. Их раскрываемость составила 83,1%. Значительное увеличение числа зарегистрированных преступлений наблюдается в Управлении внутренних дел по городу Сухум. 175 преступлений, что на 19 единиц больше, чем за аналогичный период прошлого года. В линейном управлении внутренних дел на транспорте зарегистрировано 45 преступлений, что на 17 единиц больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Будаутском районе 96 преступлений, что на 10 единиц больше, чем за аналогичный период 2024 года. Уменьшилось число зарегистрированных преступлений в Гагарском районе на 8 единиц. В 2005 году 145 преступлений, в Сухумском районе на 3 единицы. 24 преступления в 2025 против 27 в 2024 году. В 2025 году было совершено 10 убийств. Все они раскрыты. Ситуация в сфере незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков, сильнодействующих и психотропных веществ остается сложной, отметил генпрокурор. В 2025 году было зарегистрировано 175 преступлений данной категории, что на 8 меньше показателей 2024 года. Органами внутренних дел, как и прежде, в основном выявляются факты незаконного оборота наркотических и психотропных веществ без цели сбыта. Следует отметить,
отметить уменьшение числа выявленных фактов культивирования наркосодержащих растений – 15 преступлений, 18,6% против 19 за 2024 год. Из общего количества зарегистрированных преступлений данной категории по незаконному обороту наркотических средств с целью сбыта, равно их сбыт, возбуждено всего 17 преступлений – 9,7%. Выявлены факты крупных партий наркотических средств у лиц, занимавшихся их сбытом. Однако, ввиду использования ими информационно-телекоммуникационных сетей связи, возникают сложности в установлении организаторов данных преступлений и привлечении их к ответственности. 152 ДТП произошло в 2025 году, в которых погибло 50 человек. По 80 ДТП возбуждены уголовные дела. Ситуация на дорогах страны остается крайне сложной. Основные причины такой ситуации – управление транспортом в нетрезвом состоянии, превышение скорости и грубые нарушения правил обгона и маневрирования, отметил Адгур Агрба. Органы прокуратуры Абхазии и России оказывали друг другу взаимную правовую помощь в 2025 году. В качестве примера эффективного взаимодействия генпрокурор Адгур Агрба привел приговор в отношении Зураба Пансулая. За 2025 год в республике возбуждено 503 уголовных дела, по которым окончено производством 405 дел. В настоящее время в Верховном суде рассматривается ряд уголовных дел, по которым поддерживают обвинения работники судебного управления. По обвинению экс-депутата Народного собрания парламента Харазия в покушении на убийство на кварте и убийстве Голландия, а также нескольких эпизодах незаконного ношения и хранения огнестрельного оружия, по обвинению Дочи в умышленном убийстве Квициния и братьев Жиба, имевшего место 11 января 2025 года в городе Сухум, а также незаконного оборота боеприпасов и холодного оружия, по факту покушения на убийство Камлия, Задикян, Цицибава и убийство Акаба со стороны братьев Какалия и Чаговец, имевшего место на контрольно-пропускном пункте ПСОВ в июне 2024 года. Россия в 2025 году оказала правовую помощь Абхазии по 33 вопросам. Адгур Агрба отметил, что основной объем помощи по уголовным делам осуществляется на основании договора между Абхазией и Россией о взаимно-правовой помощи по уголовным делам. Также были заслушаны доклады прокуроров всех районов Абхазии, военного прокурора, транспортного и природоохранного прокурора. В 2025 году природоохранной прокуратурой Республики Абхазия проведено 16 проверок, из них 4 проверки внеплановые. Из указанных проверок это 14 проверок по линии общего надзора, 2 проверки по линии гражданско-судебного управления. Также из указанного числа проверок 2 проверками было охвачено соблюдение закона о противодействии коррупции. Все проверки, как плановые, так и неплановые, проведены в срок. По результатам проверок выявлено нарушение ряда законодательств. Верховенство закона – это фундамент, на котором должно держаться государство, подчеркнул президент Бадра Гунба, выступая на коллегии Генпрокуратуры. Закон обязан работать одинаково для каждого, вне зависимости от должности, статуса или связи, отметил глава государства. Законность – фундамент развития страны. Без нее невозможны ни экономического роста, ни социального благополучия, ни политической стабильности в стране. Убежден, что органы прокуратуры и далее будут последовательно укреплять правопорядок, обеспечивать защиту прав и свобод граждан нашей страны. Государство будет поддерживать тех, кто честно и добросовестно служит своему Отечеству. Но в то же время требования к качеству и результатам работы будут только возрастать. Бадра Гунба отметил прогресс в работе МВД по борьбе с наркотиками. Особое внимание, по словам президента, следует уделить борьбе с имущественными преступлениями и ситуацией на дорогах, а также фактам незаконного оборота оружием. Его рост – потенциальная угроза общественной безопасности. Несмотря на качественное улучшение деятельности управления МВД по контролю за оборотом наркотических средств, все еще сохраняются серьезные вызовы в этой сфере. Растет количество имущественных преступлений. Остается напряженная ситуация на дорогах. 152 дорожно-транспортных происшествия и более 50 погибших. Это тревожный звонок для всех нас. Я не могу не прокомментировать выступление прокурора Чимчирского района о 13 дорожно-транспортных происшествиях, и в которых 12 человек погибло. На мой такой субъективный взгляд,
Я считаю, что дорожно-транспортных происшествий было на порядок выше. Просто тут необходимо, уважаемые коллеги, и ваша работа, прокурорское реагирование, чтобы мы не гнались за статистикой, а действительно имели полноценную картину всех правонарушений, которые происходят у нас в стране. Только тогда мы сможем достичь серьезных успехов. Резонансные уголовные дела, направленные в суд, показывают, что принцип неотвратимости, ответственности и особое значение имеет работа по защите прав граждан. Рост обращений свидетельствует не только о проблемах, но и о доверии граждан в целом к прокуратуре. Каждый гражданин должен быть услышан, сказал президент. Отдельно отмечаю противодействие коррупции. Проведенная антикоррупционная экспертиза сотен нормативных правовых актов, выявленные нарушения, направленные представления – это важный элемент укрепления доверия граждан в целом к власти. Ни одно должностное лицо не должно считать себя вне закона. Рост обращений свидетельствует не только о проблемах, но и о доверии в целом к прокуратуре. Каждый гражданин должен быть услышан. Работа с жалобами – важнейший индикатор состояния законности в стране. По результатам коллегии подготовлен проект решения коллегии Генеральной прокуратуры, который будет переслан в горрайонные прокуратуры для исполнения. Айлита Арутюнян, Давид Хашик, Абхазское телевидение. В Сухуме простились с абхазским поэтом Анатолием Лагула. Церемония прощания и траурный митинг прошли в доме учителя. Проводить поэта в последний путь пришли президент Абхазии Бадра Гунба, премьер-министр Владимир Делба, члены правительства, депутаты, представители творческой и научной интеллигенции, общественные деятели. Лауреат государственной премии имени Гулия и государственной премии имени Аджба, заслуженный деятель культуры Абхазии, кавалер ордена Ахтзапша, ушел из жизни на 65-м году. Стихи и короткие статьи начал писать еще в школьные годы. Лагула – автор более 15 сборников стихов, рассказов и повестей на абхазском языке. С 2004 года возглавлял редакцию журнала «Алашара». Проститься с поэтом пришло множество людей, которые разделяют боль утраты вместе с его родными и близкими. Письма соболезнований прислали и друзья Анатолия Лагула, писатели из разных уголков Российской Федерации. Международное сообщество писательских союзов с большим прискорбием восприняло о безвременной кончине Анатолия Яковлевича Лагула, видного абхазского поэта, прозаика, публициста, общественного деятеля, кавалера ордена Ахтзапша третьей степени, лауреата государственных премий имени Гулия, Аджба, заслуженного деятеля культуры Республики Абхазия, члена Союза писателей СССР, Союза писателей Абхазии, Союза писателей России. Всю свою жизнь Анатолий Яковлевич отдал верному служению литературе и редакторской деятельности. Он заслуженно пользовался уважением и доверием своих коллег и друзей, был прекрасным человеком. Он ушел из жизни слишком рано, оставив после себя светлую память. Анатолий Яковлевич оставил яркий след в абхазской литературе, особое внимание уделяя детской и юношеской тематике. Он автор более 20 сборников стихов, рассказов и повести на абхазском языке. Его произведения также переведены на русский, английский, армянский, осетинский и другие языки. Примите наши искренние соболезнования. Память об Анатолии Лагула, ярком поэте и писателе, талантливом организаторе, замечательном человеке и верном друге навсегда останется в наших сердцах. Председатель Международного сообщества писательских союзов Юрий Конопляников. Продолжаем выпуск. Делегации МИД Абхазии во главе с министром Олегом Барцыц встретились с ректором Юго-Осетинского государственного университета Вадимом Тидеевым. Обсуждались актуальные вопросы межвузовского и гуманитарного сотрудничества, а также перспективы расширения взаимодействия в сфере образования и науки, сообщает пресс-служба МИД. Одному из классов Сухумского лицея-интерната присвоено имя Владимира Харабуа, героя, погибшего в специальной военной операции. В мероприятии приняли участие родные Владимира Харабуа, его боевые товарищи, представители общественной организации «Доброволец». Репортаж Яны Шакая. 2 года назад при штурме Авдеевки погиб храбрый воин, боевой командир Владимир Харабуа, позывной Микич.
Он погиб, прикрывая товарищей, и вызвал огонь на себя. Ему было всего 42 года. Микич командовал одним из подразделений интернациональной бригады «Пятнашка». Он был офицером, для которого такие понятия, как мужество, совесть и честь, были не просто слова. Они до конца оставались его девизом. Эти дети пока не очень хорошо знают историю Владимира Харабо, но теперь у них появилась возможность узнать о герое все. Сегодня был символичный день еще и потому, что награда, которая была вручена герою, подписанная Владимиром Путиным в 2024 году, сегодня была вручена его семье, уже без него. Говорят, награда находит героев. Главное, это было сегодня ключевым моментом нашего мероприятия, потому что дети воочию увидели, что человек, имя которого носит их класс, совершил подвиг, который остался на века, можно сказать, и он останется и в нашей памяти, и в памяти наших учащихся. Стенд с его биографией, с его фотографией будет висеть у нас в музее. Для других тоже примером при такой работе воспитательного характера. Дети подготовились к важному событию, они спели песни и прочитали стихи. Рыбак, шахтер, ученый или пастух, навек запомни, здесь лежит твой самый лучший друг. И для тебя, и для меня он сделал все, что мог. Себя в бою не пожалел, а родину сберег. Нынче вырвалась, будто из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Владимир Харабо добровольно отправился на спецоперацию в феврале 2022 года. Командир участвовал не только в штурме Авдеевки, но и других населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Рискуя собой, он вытаскивал с поля боя товарищей, каждого своего бойца, берег как сына. Он получил минимум 5 ранений, однако даже после тяжелых травм продолжал выполнять задачи. Морально, духовно он был очень сильным, стойким человеком. То есть он никогда не давал слабину, не впадал в растерянность. Я, как участник СВО, мы пересекались с ним на фронте, но, к сожалению, лично в глаза так друг друга не смогли увидеть. И у нас был случай после штурма Донецкого аэропорта. Мы выстраивались в колонны, и мое подразделение убывало в Херсонскую область. И Вова, он когда узнал, что я тоже там, у нас не было связи, ничего такого не было, мы не могли никак другим способом связаться, кроме как лично увидеться. А у нас выстроилась огромная колонна, километров, наверное, на 15, на 20, это вот прям без преувеличений. И Вова лично после штурма, то есть они вот фактически только выполнили боевую задачу, только все устаканилось, и он лично пошел всю колонну, перебегал, проверял, искал меня, пытался найти меня. И я об этом узнал только тогда, когда мы уже прибыли в Херсонскую область. Ребята с мотострелкового подразделения просто, когда увидели меня, фамилию мою, они начали спрашивать: ты Харабо, знаешь вот такого Владимира Микича? А я еще не знал, что произошло. Я говорю: да, конечно, знаю, что случилось. Там говорят, твой дядя этот всю нашу часть, говорит, перевернул, говорит, всех искал по всей колонне, двигаться нам не давал. Искал, говорит, племянник мой здесь. Вот таким он человеком был, он очень был добрым. Владимир Харабо являлся одним из инициаторов создания международной общественной организации «Доброволец». Председатель организации Вадим Мироненко отметил, что Микич при жизни был удостоен медали за отвагу. Микич воевал не за то, чтобы ему что-то дали и чем-то помогли. Нет, он воевал, потому что имел такое сердце. Медаль за отвагу, подписанная при жизни Владимира Владимировичем Путиным, но, к сожалению, медаль пришла совершенно недавно на территорию Абхазии, но дошла. 80 лет прошло после Великой Отечественной войны, но медали находят своих героев. В рамках мероприятия награду вручили вдове героя. Память о героизме Владимира Харабо, проявленная в СВО, бессмертна. А теперь эта память будет жить и в стенах класса. Яна Шакая, Ахрам Мечпо, Абхазское телевидение. Собрание общественно-политических сил прошло в столице по инициативе Республиканской общественной организации «Аруа». Гугуца Вардания расскажет детали. Антироссийских настроений в Абхазии нет, отметили представители общественно-политических организаций. Абхазский народ даже послевоенные тяжелые
блокадные годы, когда нас морили голодом и холодом, не испытывал антироссийских настроений. Напротив, именно тогда мы протягивали руку дружбы и братства. Также сообщаю, что Абхазия – единственное государство на постсоветском пространстве, где последовательно сохраняется русский мир. Язык, культура, школы, государственное делопроизводство ведется на русском как втором государственном языке. Ярлык антирусских в Абхазии не приживается. Самое время остановиться и провести своеобразную перезагрузку абхазо-российских отношений. Не какую-то глобальную, у нас нет глобальных проблем, у нас есть проблема каких-то мелких, искусственных недомолвок, проблем, создаваемых на ровном месте. Я думаю, их надо как можно быстрее разрешить, учитывая обстановку в мире вокруг наших стран. Может не поздоровиться всем участникам этого процесса. Пожелание первому заместителю администрации президента Российской Федерации Сергею Владимировичу Кириенко расширить круг общения, в том числе и с представителями различных партий и движений, как в свое время сделал, будучи премьер-министром Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин, находясь с визитом в Абхазии. Давайте встретимся и открыто обсудим, как нам развивать отношения дальше. Расставим все точки над «и». Представители оппозиционных сил республики считают, что выдача российских водительских прав и внутренних гражданских паспортов в республике была незаконной. На сегодняшний день паспортизация, проходящая в Республике Абхазия, незаконна. Этот вопрос исполнительная власть не урегулировала. Понимаете, это очень важный вопрос. И когда мы говорим о нарушениях законов власти, необходимо на это реагировать. Каждый аргумент в пользу незаконной выдачи внутренних паспортов Российской Федерации и водительских удостоверений в вашем интервью имеет под собой договоренности, оформленные в документы. Бадра Зурабович, вы президент суверенного государства, признанного Российской Федерацией. Зная теплое отношение Владимира Путина к Абхазии, разве не логичнее было бы попросить, чтобы единственная страна, признавшая нас, признавала бы наши водительские удостоверения и наши паспорта на своей территории, даже если у нас есть российское гражданство? Ссылаясь на удобство граждан, кстати, нарушая законодательство Российской Федерации и Республики Абхазия, раздают паспорта другого государства. Все фигуранты этого беззакония нам известны, мы уже их называли. Министр культуры ну, его скушими пигоза, где закон только шок много за хунткарат безча, шахадзгул загюз, а бартку зидка много где тара агора сухтах, агора саман, бячкун ефшиго, абсна дахагур, хускузи меншала хотха, санхуцуз геан, яхагюс богой. Теперь я бы хотел предложить некий слоган «Айцувераду» – «Большой разговор». Почему? Потому что вновь назрела необходимость выйти на формат большого разговора. Речь идет о вопросах общенационального значения, касающие судеб нашего народа и страны. Такие темы требуют участия представителей всего общества. Перед Абхазией стоят стратегические вызовы, которые не решались годами. Без их преодоления невозможно движение вперед. В завершении встречи представители общественно-политических сил приняли резолюцию, в которой призывают Генеральную прокуратуру и парламент дать оценку действиям чиновников. Гугут Савардания, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.
О внутриполитической ситуации, ее основных и качественных составляющих и о том, как заявления оппозиции могут отразиться на общественно-политической ситуации. По сути, политолог Беслан Хакба. Когда говорим об оппозиции, всегда они должны иметь в виду, политики оппозиционные, что все-таки политику Абхазии определяет президент Абхазии. Он формирует правительство, администрацию президента. И, понимаете, и всегда, недавно прошли выборы, всего даже года еще не прошло. И сейчас требовать в ультимативной форме, шантажировать президента, вот этого должны снять, этого должны вот назначить, это абсолютно неуместно. Понимаете, это говорит о том, что все-таки политическая жизнь в Абхазии не совсем устойчива. Оппозиционные политики должны понимать, что Абхазия нуждается отчаянно в стабильности. Потому что вот российские политики, которые приезжают к нам, все подчеркивают, что Абхазия должна стабильно начать развиваться. Это нам не удавалось десятки лет. И, между прочим, по вине многих-многих политиков, которые деструктивно вели себя на улицах, на площадях и так далее, и так далее. Мы должны развиваться, страна должна развиваться. А для этого необходима стабильность в обществе. Понимаете, вот так требовать. Руководителя администрации надо снять, руководителя МВД надо снять. Кто определяет политику? Только президент Абхазии. Мы доверили ему, он выиграл выборы. И все должны понимать, пауза должна быть в политической жизни, в политической борьбе. Если кто-то из оппозиционных сил считает, что он лучше знает, как обустроить Абхазию, он может выступить своей программой, вызвать симпатию и выступить на выборах, или парламентских, или президентских. Но мы должны уложиться в срок. Это главное требование, я думаю, общественности Абхазии. Нам надоело вот такие, знаете, политическая борьба в Абхазии. Это все надо прекратить. Маленький такой пример приведу. Вы знаете, политика России активно началась в начале 2000-х годов. Владимир Путин, когда пришел к власти, я вам напомнил, он начал раздавать паспорта, вернее, Россия начала предоставлять гражданство, объясняя, что эту страну надо вытащить. Из этого состояния мы долгое время находились в блокаде. Восторженно это все мы приняли. А потом прошло много времени, и Россия активно, систематически помогала нам. Я не говорю даже о таком событии историческом, как признание в 2008 году. Понимаете, вся Абхазия, не будем скрывать, экономика, политика, вообще социальное развитие держится за счет только Российской Федерации. Нам в ближайшее время никто нам не поможет, потому что мир так развивается. Мир развивается таким образом, так развиваются события не в пользу признания и Абхазии, и Южной Осетии. Значит, что мы должны делать? Мы должны поддерживать политику России по отношению к Абхазии. И говорит о том, что это нарушает суверенитет Абхазии, вообще-то, знаете, я пожелал бы этим политикам вообще открыть учебник по политологии или политической философии и почитать, что такое суверенитет в современном понимании. Я думаю, что это будет полезно многим политикам Абхазии. Вы знаете, вот что касается, опять-таки, независимости, суверенитета Абхазии, мы должны понять одну простую вещь. Абхазия маленькая страна. Понимаете, есть большая страна, великая держава, которая нас признала. Здесь действует такой фактор, который называется геополитика. Любые наши действия должны быть согласованы с Россией. Я еще раз хочу подчеркнуть это. Я хочу, понимаете, обратиться вообще ко всем политикам. В ближайшее время мир таким образом развивается, что мы должны работать на интеграцию с Российской Федерацией в плане развития экономики и так далее, и так далее. Потому что события, особенно связанные с Украиной, говорят о том, что миропорядок, который нарушился, какую-то, знаете, такую стабильность она получит, наверное, пройдет несколько десятилетий. До этого излишняя такая, знаете, политизация абхазского общества, особенно неуместные такие выступления, это вредит нашим отношениям с Россией. И поэтому не надо лишний раз, во-первых, излить Российскую Федерацию. Во-первых, это первое. Второе, мы должны понимать все, благодаря России Абхазия будет только как государство существовать, не только по отношению в ближайшее время, но я думаю, что вообще на долгие-долгие годы. Потому что Абхазия не получит такого широкого признания в ближайшее время. Большое интервью, которое дал президент Абхазии Бадыр Гунба, было подчеркнуто, что он готов с любым политиком сесть
в хорошей форме, вот, соблюдая все нормы приличия, политической культуры, и говорить с ними. Это много раз было подчеркнуто. Понимаете, это говорит о том, что президент Абхазии готов говорить с любой политической фигурой, с любыми политическими силами. И они должны пойти навстречу, если какие-то вопросы возникают. Это часто бывает в международных отношениях. Между Абхазией и Россией много вопросов, проблемы, которые необходимо решить, и вопросы будут возникать. А как это все решить? Сесть за стол переговоров. И вообще это можно, я уверен, что все эти вопросы, события, которые произошли, это можно было решить спокойно, тихо, без шума. Но мне кажется, я, может быть, ошибаюсь, некоторые так называемые политики в Абхазии любят скандалы. Придать свою значимость, чтобы таким образом выступить где-то по скандале, заговорили, вот мы оппозиционная сила, мы знаем, как обустроить Абхазию. Между прочим, многие из них, они бывали вот во властных структурах, а если они были успешны. Понимаете, это все надо прекратить. Абхазия, я еще раз хочу подчеркнуть, нуждается в стабильности. А как это можно сделать? Тем более, когда президент сам говорит, я буду говорить с любым человеком, который заинтересован в развитии. Значит, мы должны пойти ему навстречу и обеспечить стабильность. Если у нас это получится, я уверен, что Россия десятилетия нам будет помогать и покровительствовать в становлении нашей государственности. Мы должны беречь, очень аккуратно относиться к политике России по отношению к Абхазии. По причине, еще раз я подчеркиваю, Абхазия суверенна благодаря исключительно признанию со стороны России. И это должны мы беречь и развивать. Если этого не получится, еще неизвестно, какова вообще будет судьба Абхазии. Торговля нелегальным табаком и запрещенными электронными сигаретами пресечена в Сухуме. При проверке магазина табачных изделий «Табако», расположенного по улице Кугония и принадлежащего Арджине, сотрудники управления по борьбе с контрабандой ГТК обнаружили и изъяли 19 электронных сигарет, которые официально запрещены к ввозу на территорию республики. Кроме того, в магазине было выявлено 100 пачек табачной продукции различных марок, на которых отсутствовали акцизные марки Абхазии. Рыночная стоимость изъятой партии составляет 42 884 рубля. Все собранные материалы направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК для проведения дальнейшего разбирательства. 9 случаев заболевания скарлатиной зафиксированы в Гудаутском районе с начала года. Специальной вакцины от скарлатины нет, это неуправляемая инфекция. Избежать заражения можно, если соблюдать элементарные правила гигиены и избегать контактов с больным. О ситуации с заболеваемостью в районе и что делать, если все же появились симптомы скарлатины, расскажет Дамия Акшба. Скарлатина – острое бактериальное заболевание. Чаще всего она встречается у детей от 2 до 16 лет. Инфекция передается в основном воздушно-капельным путем, но заразиться можно через одежду, продукты питания, грязные руки. Резкий подъем температуры до 40 градусов, головная боль, ангина и мелкоточечная сыпь – основные симптомы скарлатины. Люди должны быть все бдительные. И контагиозность во время эпидсезона, вот именно с 1 марта по 31, то есть вот эти меньше посещать вот места скопления людей, да, меньше, вот как любят, да, эти корпоративы, все это очень хорошо, но для детей это очень плохо. Ситуация с заболеванием скарлатины в районе под контролем. Всего зафиксировано 9 случаев. Повода для паники нет. Детские сады и школы работают в штатном режиме. Ситуация, она не такая кричащая, и нет такого ничего, чтобы мы могли сказать, что вот, вы знаете, что у нас идет эпидемия. Да нету такого. С 1 октября, начиная, да, прошлого года, по 31 марта текущего года, вот, вернее, следующего года, мы мониторим инфекционную заболеваемость. Я уже как говорила, что инфекционная заболеваемость нам передают все лечебные учреждения. И ежедневно до 11 часов у нас идет передача. Все детские сады, все сельские амбулатории, в школу, заявка и сколько человек пришло. Это мы на пункте. Это так положено в эпидемиологии, это идет такой анализ. Специальной вакцины от скарлатины нет. Это неуправляемая инфекция. После заболевания скарлатина оставляет осложнения. Это ангина, а также поражение мышечной ткани. Болезнь дает о себе знать уже через 2 дня после заражения. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Нужно сразу обращаться к педиатру.
Если говорить о управляющих инфекциях, управляемые инфекции у нас это считается те, которые при вакцинации идет по календарю. У нас практически их нет в этом году. Вот. И поэтому кори у нас уже давно не было, с 2005 года не было. Вот. И коклюш у нас был в прошлом году. Это просто был подъем заболеваемости, никакие не вспышки. Вспышка и подъем заболеваемости – это разные вещи. Скарлатина – болезнь неприятная, но при правильном лечении она быстро отступает. Не рискуйте здоровьем ребенка и при первых симптомах обращайтесь к врачу. Дамей Акашпа, Инвер Арджения, Адам Арджения, Абхазское телевидение. В селе Губ, возможно, уже к этому курортному сезону появится большая пасека, которую смогут посещать туристы. А в селе Кутол – конный театр. Министр туризма Астамур Логуа посетил села и пообещал помочь в реализации идей. В поездке министра сопровождала наша съемочная группа. Пчеловодством в Абхазии занимаются издревле. Эта отрасль занимает важное место в экономике. Местная абхазская порода пчел-абхазянка известна далеко за пределами республики, являясь символом трудолюбия и основой традиционного бортничества. Благодаря длинному хоботку пчела эффективно собирает нектар, обеспечивая страну ценным медом, а также способствует опылению растений. Семья Тенгиза Хвиделидзе из села Губ давно занимается развитием пасеки. По словам предпринимателя, сначала он боялся пчел, но со временем полностью погрузился в это занятие. Помощь оказало и государство, предоставив станок для производства вощины. Пчелы требуют постоянного внимания и качественного ухода. Хочу чуть-чуть расшириться, как говорят, бизнес свой расширить немножко. На мои планы у меня возможностей таковых нету. И с продажей чуть-чуть тяжело, и вложения немножко там более-менее серьезные нужны. Я обратился к министру по туризму Астамуру Омаровичу. И он обещал, что приедет, посмотрит, поговорит, убедиться, что на самом деле, что я хочу и как, что. У Тенгиза Хвиделидзе большие планы по расширению хозяйства. Чтобы сделать пасеку более доступной для посетителей, пчеловод намерен расположить уля ближе к трассе и хочет запустить полноценные туристические маршруты, знакомить гостей с основами пчеловодства и культурой производства меда. Министр туризма Астамур Логуа пообещал помочь в реализации идеи. Вы видели, что это все у человека организовано на приусадебном участке, но, как нам кажется, вот это место еще лучше подходит, потому как оно ближе расположено к трассе. То есть само понятие рекламы, маркетинга здесь гораздо проще осуществить, чем в, скажем, домашних условиях. Но, безусловно, здесь нужна поддержка, помощь реализовать этот проект. И я думаю, что мы все свои усилия приложим и, более того, будем ходатайствовать и обращаться к руководству страны для того, чтобы таких предпринимателей сельских поддержали власти Абхазии. Затем министр туризма посетил село Кутол. Местный житель Джон Тапагуа занимается разведением лошадей. Предприниматель планирует организовать конный театр, чтобы привлечь туристов и таким образом внести вклад в развитие туризма в районе. Если мы говорим о Восточной Абхазии, один из маршрутов, мы говорили по поручению президента и по инфраструктурным вопросам, там дороги Сарасадзих сделать на Губ, но здесь маршрут сам сложен. Это чайная плантация, конно-спортивное шоу посмотреть, а затем можно переместиться, например, прекрасный ресторан «Лабра» и провести время, поужинать. Поэтому мне кажется, что мы обязательно поддержим эту инициативу, этот проект. Я с ним знаком. Думаю, что буду докладывать и руководству страны, чтобы все на высшем уровне смогли здесь организовать. Мне кажется, это замечательная инициатива. Зрителям будут показывать различные представления с участием лошадей. К примеру, обряд похищения невесты. Представления будут театрализованными, однако с национальным колоритом. Также планируют организовать в селе Кутол рынок, чтобы в дни приезда туристов сельчане могли продавать свою продукцию. Милана Агарба, Ахра Амичпа, Абхазское телевидение.
Республиканский конкурс «Молодая семья» проведут в Абхазии. К участию приглашаются супруги в возрасте от 18 до 30 лет, проживающие в селе, которые зарегистрировали брак не ранее 1 августа 2024 года, сообщили в Госкомспорта. Главный приз – туристическая путевка на двоих. Чтобы стать участником, нужно заполнить заявку, приложить копии паспортов и свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, подтверждение проживания в селе, а также написать эссе, сделать презентацию или снять видео на тему «Жизнь в селе это». Материалы конкурса нужно отправить на почту goskомспорт.ra@mail.ru с 1 апреля по 1 ноября. И в завершении выпуска о погоде. В четверг, 19 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода, дождь, гроза, туман. В горах дождь со снегом, переходящий в мокрый снег. Температура воздуха ночью 4-9, днем 6-11 градусов. Температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.